Ну что, друзья, я сегодня в гостях у семьи Матиевых. И будем готовить на ингушской кухне здесь, в Назрани, национальное ингушское блюдо чапель. Это Роза, хозяйка дома, которая будет показывать, как делается самое мое любимое лакомство и, наверное, блюдо на десерт, да, по-ингушски, чапельк. Это такие тонкие лепешки, которые делают с творогом, с картофелем и с тыквой. Да, делаем с творогом, но мы будем делать, да, да, классический, с творогом. Рассказывайте, Роза, что нужно для того, чтобы приготовить чапельк? Для того, чтобы сделать чапельки, тут никакой хитрости не надо. Добавляем, например, на литр кефира. На литр кефира идет чайная ложечка соли без верха. Столько же соды пищевой, тоже без верха чайная ложечка. Вот это все перемешиваем. Просеянная мука, готовая у нас стоит. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, вливаем, получается, Выливаем кефир. этот кефир сюда. И делаем тесто. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сразу много муки нельзя мешать, потому что тесто бывает не нежное, если сразу сюда много муки. Потихонечку, потихонечку это тесто набирает столько, сколько им нужно муки. Да, за свое время очень много я делала этот чапель. Я работала в школе, жили в Терке, в Терской школе. С основания школы я работала там. Очень любила детей. Даже в моей памяти спустя 30 лет каждое детство каждого из них у меня в памяти еще. Я очень любила этих детей, но им очень нравился чапель. Вот скажите, почему вот чапель кажется таким вот простым все-таки, да, блюдом, но его так очень любят. Причем мне тоже очень нравится он. Чем-то он похож на русские блины, также со сливочным маслом, и мы иногда блины тоже фаршируем, но даже местами все равно вкуснее. Почему он так понравился? Откуда вообще Знаете, этот рецепт появился? Еще наши предки, в основном делали чурек. Тогда сами вы, наверное, и слышали, и знаете. Но чапельки, это вот что бы ни приготовили, какие бы блюда на столе не было, я считаю, чапель на этом столе должен быть. Чапель обязательно. Вот почему-то я так считаю, что чапель должен быть на столе. Потому что он нравится всем, едят, тем более ингушский чапель. Сколько я помню, я всегда на стол старалась ставить чапель, какие бы блюда там не было. И это нравится всем. И легко, и просто, и быстро. И вкусненько. И вкусно, да, самое главное. Тобой душа вдохновлена, люблю всего сильней на свете я, тебя святая сторона, моя родная Ингушетия. Начинку в чапельк решили взять творог по классике. Начинка, это творог. Туда добавляют сюда, кто добавляет по желанию, кто хочет, добавляет туда яйцо. Но это не обязательно. Это не обязательно. Соль по вкусу.
А сахар, что-то из сладкого, я не знаю, ничего не нужно, да? Сахарить? Ничего больше не надо. Перемешали, и начинка наша готова уже. Яйцо не обязательно. Некоторые добавляют, некоторые нет. А на картошку никакое яйцо, ничего не надо. Идет сливочное масло. А на тыкву тоже ничего? Отваривается картошечка, делают пюре с него, добавляют туда сливочное масло, и начинка готова с картошечкой. Пути из глубины веков лежат вдоль горных перевалов, погони дробный стук подков. У вас... Тесто, видите, какое нежное, прям к рукам липнет. Нельзя мять тесто, чапель будет как резина. Вот такое нежное должно быть тесто. Ну, это руку набить надо, я-то знаю. Ну, это да. Да, да. Чтобы тонко сделать, много брать не надо теста. Чтобы тонким сделать, надо поменьше теста взять. Вот взяли кусочек теста, сделали с него кружочек. Вот такой кружочек. Ложим сюда начинку. Творожок домашний очень хорошо. У меня домашнего не было. Да, здесь не у кого, да? Коров не осталось. Вот так собираем тесто. Вот так. Начинку положили. Так. Дальше уже раскатываем. Мне каталка и не нужна бывает, потому что у меня тесто очень бывает нежное. И даже и без него я делаю, но с каталкой тоньше получается. Просто его переворачивать не нужно, а просто так вот раскатать на сковородку. Знаете, итальянцы, когда я был в Италии, пиццу вот делают, они вот так вот крутят, да, и ровный круг быстро получается. Мне кажется, чапель так невозможно сделать. Там, да, хотя и без дрожжевое тесто тоже. Так, сейчас мы идем к плите. Какая большая сковорода. Вот на ней блины какие. Надо большие делать. Гигантские. Я делаю большие. Да. То есть получается до готовности сколько? Ну, минуты. 2-3 минуты, скажем. Да. Здесь уже сразу вот подготовили сливочное масло, потому что чапель без сливочного масла будет не чапель, да. Это важно. И вот чем больше сделаю, тем лучше. Потом, как говорится, на тарелку все это выложат, режется также треугольничками и подается на стол со сливочным маслом. И все это употребляется с чаем. Не с лимонадом, не с соком, мне кажется, правильно сделать, именно подавать чапель с чаем. Так вкуснее. Особенно если это чай сделан с кавказских трав. Чабреца. Это я люблю. Вот можно посмотреть. Роза делает уже второй чапель. Как вы уже поняли, это ингушское национальное традиционное блюдо. Передается из поколения в поколение. Его делают уже много-много лет. И вот получается от матери к дочери все это переходит. Мужчины чапель не делают. Это, наверное, очень редко бывает. Я пока не знаю ни одного ингуша шеф-повара.
А вы давно в Назране живете? Мы Да, с 92-го года. 92-го. Да, А до этого момента вы проживали вот в пригородном, в пригородном районе, в Терке. Терке. Закрытая зона. Да, закрытая зона. К сожалению, да, о политике говорить не хочется, но что есть, то есть. Да. Много людей в те времена пострадали, остались без домов, без дворов и вынуждены были переселяться на другие земли, как говорится, пусть на свои родные, но в другие города, села, поселки. Ну ничего, как говорится, Богу виднее, а справедливость восторжествует. Тоже надеемся. Все будет по воле Бога, как говорится. Так, вот уже второй чапель. Все. Смотрите. Сейчас И я вот, возьму. пользуясь моментом, Да. я хочу пригласить на чапельки всех, кто учился в Терской школе, и на кашу пшеную, которую они очень любили. Так, а Я Терская очень- школа есть она? А, там же уже Да, там закрыто. Я с забыл. основания школы я работала. У меня там пищеблоки открыла. Угу. Очень любила я этих детишек. Сейчас у них и внуки пошли. Но в моей памяти они, ихние, каждого из них детство в моей памяти. Я их очень люблю. Детей, хорошие дети. Иногда бывает, выйдешь, там по делу выйдешь. Бегут эти детишки, чтобы догнать тебя и сказать «доброе утро», поздороваться, чем помочь. Ну, это, конечно, надо сказать спасибо и матерям, которые воспитывают так детей. Хорошенькие дети, очень хорошие у нас. Да, люди на Кавказе в целом хорошие. Так, давайте мы с вами заглянем в сторону, где выпекают чапельку. Смотрите, вот первый получился, его уже смазали сливочным маслом. Теперь готовится второй на подходе. Ну и так, я не знаю, сколько штучек. 5-7, сколько хватит вот из теста. Ущелье заползает мгла, покрытый дымкою столетия. Как долго ты во тьме жила, моя родная Ингушетия. Как долго ты во тьме жила, моя родная Ингушетия. Вот я очень часто бываю в вашей республике, как вы знаете, часто ваш гость, и бываю в колыбели всех ингушей в Джиравском районе. И там в Джиравском районе стоят ваши величественные башни, родовые комплексы башенные. Да, Я- да. Я очень люблю эти места. Просто Роза, получается, по вашей фамилии, не по фамилии мужа, а по девичьей фамилии, да? Девичья Да, Евлоева. Да. А как раз таки башенный комплекс НИИ, который находится, Да, совершенно правильно. он находится вот в Джиравском районе, один из самых таких красивейших башенных комплексов. Его сейчас реставрируют, там проходят работы. И вот просто я к чему это говорю? К тому, что Роза из Тейпа Йоу. Да, я из Кайпаева. Потом она вышла замуж, вот, и стала уже не Евлоева, а Матиева. Да. Но в любом случае о корнях и предках своих забывать не нужно. Да. Вот. А вы когда выходили замуж, как у вас проходила свадьба? А то сейчас я вижу, что модно стало проводить свадьбу в ресторанах, в кафе. Ой, какой там ресторан. Да, вот расскажите Когда о том. никто свадьбу в ресторане не играет. Галча в ресторане никто тогда не делает. Когда с Казахстана люди вернулись спустя 12 лет, таких богатых, больших, этажных домов, как сейчас, не было. Это не секрет. Приехали, вернулись с Казахстана, построили себе там 2 комнаты, 3 комнаты, дворик. Но тем не менее, и свадьбы играли хорошо. Галча идеально проходил так. И как-то и люди такие были сплоченные, не знаю.
Никакой ресторан, тогда даже и речи о ресторане не могло. Ну вот я был на ресторанной свадьбе и свадьбе дома. Мне Дома. кажется, дома намного лучше. Конечно. Там душа, а в ресторане как-то, ну, Конечно, даже с конечно. каким-то пафосом, наверное, это делается. Я не понимаю, почему вы, ингуши, родители своих дочерей, сыновей, как говорится, в ресторан отправляете. Правильно вы говорите, и это очень правильное замечание. Я тоже сторонник этого, чтобы в ресторане алча никогда не делать. Раньше как было, вот сколько в моей памяти, корову резали у себя во дворе, ну, естественно, собирались все, кого пригласишь там, этот близкий, этот не близкий, такого не было, но это и сейчас нету, альхамдулиллах, все одинаковые. И халчар делался во дворе, у себя в доме. И как-то братья жили рядом. Если даже он совсем тебе не брат, он высоквождь, сосед. И так идеально проходил этот халчар, ни с чем не сравнить. Это вот правильно вы говорите. Я не люблю, даже иногда мне идти не хочется, когда говорят, это халчар будет в ресторан. Не хочется идти и все. Ну, я просто знаю, что у вас две свадьбы. У русских одна свадьба общая, там все родственники. А я заметил, что у вас свадьба семьи девушки отдельно, парня отдельно, родственники раздельно. Да. И по законам, вашим адатам ингушским, получается, нельзя видеться с тещей, с зятем, да, вот. Ну, это не потому, что теща либо зять плохие, нет, не подумайте, это в знак уважения, вот. Ну, там уже сами догадаетесь, почему. Есть такая традиция, и мне кажется, она неплохая. Когда родители не лезут в, не знаю, в семью, проблемы должны сами решать. Раз уж женился, либо пошла замуж, то уже нужно, как говорится, отдавать себе отчет в этом и не бежать к маме при первой проблеме или звонить папе: папа, спаси, помоги, и так далее. Я знаю, что отцы очень строгие, что к дочерям, что к сыновьям в этой истории относятся. Поэтому вот так. А что касается свадеб, да, то есть я все чаще и чаще от старшего поколения слышу, что свадьба в ресторане — это очень нехорошо. Это нарушение традиций, обычаев. С чем это связано? Почему это так часто делают, Модно. эти свадьбы в ресторане? Модно, проще, чтобы ничего не убирать. У меня готовить так у особо. старшего сына 3 дочери вышли замуж. И вот буквально полгода как 3-я вышла. Какой там ресторан? И речи не могло. Свадьба была в своем доме, у себя во дворе. А вот Людей было очень много. И, альхамдулиллах, для всех места хватило. я хочу добавить, что ингушский двор — это не дворик, это двор. Большой двор. Для чего делались большие дворы у вас? И до сих пор, вот я вижу, у вас тоже большой двор. Потому что у вас дома проходили мероприятия, чтобы все родственники могли уместиться в этом дворе. Мы говорим о чем-то счастливом, да, с Розой, о свадьбе. Но бывает и похороны, и тоже похороны проходят дома. И чтобы всем хватило места, чтобы все родственники пришли, попрощались. Для этого вот нужен двор. Поэтому на свадьбу все-таки нужно приходить домой и делать дома. Конечно. Так, а у нас уже здесь получается 4-й, да, чапель? 4-й. Чапель вкусный, конечно. Опять же, чапель в ресторане — это чапель в ресторане, он не такой вкусный. Не хочу никого обидеть. А чапель дома — это дома, потому что домашняя Это уже кухня, совсем как да. другое, да? Здесь душа, а не коммерция. А то все стали превращать в коммерцию, да. И свадьбы, и
заказать им проще, чем дома сделать, но так не должно быть. Я считаю, что каждая хозяйка, она должна уметь готовить. Правильно, я с вами согласна. И, Очень правильно. и для мужчин это тоже важно. А то в последнее время кому-то ногти мешают, кому-то еще что-то готовить. Либо можно заказать из ресторана еду или еще что-нибудь. Это неправильно. Это неправильно. А потом, друзья, все, мы с Розой, вообще большой здесь компании сделали чапель. Не всех можно снимать. Роза будет теперь его нарезать к чаю. Видите, сколько сливочного масла? Его жалеть не нужно. Чем больше, тем вкуснее. Поправиться можно от него? Вот честно. Этот вопрос сейчас будет многих девушек волновать, которые будут смотреть. И женщин. Можно поправиться, потолстеть? Или все-таки нет? Наверное, да. Но если много есть. Можно и поправиться, как вы думаете? Ну, если сидеть сутками, конечно. Ну, не сутками, ну хотя бы раз в неделю, думаю. Нет, конечно, мы это часто готовим. Ну вот, все стройные. Пока в дверь влазили. Да, все, готово. Просто, быстро и вкусно. Это самое главное. Ну, а Розе, Баркал, спасибо большое за то, что показали, рассказали. Вам спасибо, что заглянули к нам. Очень приятно было знакомиться. Очень хотелось, чтобы вы зашли, выбрали время. Спасибо. Спасибо. И что заглянули к нам. что бы вы хотели сказать своему народу, своей республике в завершении ролика, если у вас есть такие пожелания? Ну, прежде всего, можно на своем несколько можно. слов? Бусел бежришки, ежри, дал дяпл долче, дал дяпл болве алгай мохк, дал басца болве. И раздолж, беркати, дегозац, вахархолчен, безиндиал. Массане, бусел молодж, саги дал бастопу. Я думаю, здесь все без перевода, да. Всех благ, да. Мир во всем мире самое главное. Огни театров и дворцов, народной жизни многоцветие, страна героев и творцов, моя родная Ингушетия. Роза Матеева, как и вся ее большая семья, очень гостеприимная, добродушная и искренняя. Дай Аллах Бог всей ее семье и, конечно же, Ингушетии всех благ. А это был мой выпуск «Готовим вместе». Приглашайте в гости, делитесь своими рецептами в комментариях. Живите вкусно, а прямо сейчас с вас вкусный лайк, подписка. И с вами был Артем, я с вами не прощаюсь и говорю вам до встречи. Увидимся в следующем выпуске.